Пчеловоды Башкирии. Башкортостан умартачылары. Пчеловоды Башкирии. Башкортостан умартачылары. Пчеловоды Башкирии снова фиксируют массовую гибель пчел. Башкортостан умартачылары тагын бал кортларының күпләп үлүен белдерәләр. Пчеловоды Башкирии снова фиксируют массовую гибель пчел. Башкортостан умартачылары тагын бал кортларының күпләп үлүен белдерәләр. Эхо Москвы в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Друзья, на Эхе Москвы в Уфе стартует программа «Уфимский разворот», как она это делает традиционно каждое утро будних дней. И сегодня вас приветствует Эльвира Зиганшина. Руслан Валиев, звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем, как всегда, для вас в прямом эфире. Пожалуйста, пишите нам сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, также сообщения СМС. +7 927 304 10 51. Подписывайтесь, комментируйте, пожалуйста, нашу трансляцию, запущенную на YouTube. Мы читаем чат. Мы вообще все сообщения всегда читаем. Единственное, не всегда зачитываем вслух, потому что не всегда хватает на это времени. Вот. Поддержать нас можно добровольным пожертвованием. А поработаем мы сегодня в обычном режиме. В обычном режиме, но довольно-таки ускоренном, потому что нам есть что почитать, и есть что послушать, что обсудить. И во второй части у нас будет сразу два гостя, с которыми мы будем созваниваться. Один из них юрист Айдар Муллануров по поводу коллективного иска жителей Башкирии касательно Шихана Куштау. Очень любопытная история. И с руководителем гидрометцентра Башкортостана Анной Казаевой поговорим о погоде, о том, что происходит и что нас ждет. То, что всех интересует тоже. Это все вторая часть. Ну, а пока почитаем прессу. Но подождите, прежде чем мы перейдем к прессе, я скажу, что у нас вчера многие заметили, что в режиме FM-радиостанции, именно вот в эфирном радио, были сбои, связанные с некими техническими проблемами. Из-за этого программа «Персонально ваш» не вышла в радиоформате, а вышла только в социальных сетях. Сегодня мы, я думаю, с 14 часов поставим повтор этой программы для того, чтобы все было честно и справедливо, да, чтобы все те, кто не могут или не хотят слушать и смотреть эфир в Ютубе, послушали его в традиционном радиоформате. А после 15 часов у нас будет уже обычная программа «Персонально ваш», новая, сегодняшняя, с другим гостем. Значит, сегодняшнего гостя зовут Всеволод Спивак, а вчера была Лилия Чанышева. Но к этой теме мы еще вернемся позже, а пока почитаем прессу. Кто о чем, а я снова про мед. «Коммерсант». Инвестпроект медового производства вошел в перечень приоритетных. Проект ООО «Бихэппи» по созданию в Башкирии крупномасштабного медового производства. Сумма инвестиций более 3 миллиардов рублей. Да, значит, проект будет реализован до 2028 года. Так планируется, и, значит, в 12 районах республики. Дюртюлинском, Бишбулякском, Белебеевском, Аскинском, Белокатайском, Бирском, Буздякском, Гафурийском, Ишимбайском, Кугарчинском, Куюргазинском и Хайбулинском. На производстве будет создано 158 рабочих мест, значит, чего будут выпускать липовый мед, монофлёрный, гречишный и смешанный. Кто цветочный. Пишет? Это все «Коммерсант». Значит, здесь вот «Коммерсант» в конце своей статьи говорит нам о том, что ООО «Бихэппи» по данным Spark Interfax зарегистрировано в мае 2020 года. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. И по итогам 2020 года убыток компании составил более 1 миллиона рублей.
Ну, я лишь скажу, что согласно моим наблюдениям, вот эти вот официальные данные со Спарка, они зачастую с реальностью могут не совпадать, потому что официальная бухгалтерская отчетность может не совпадать с неофициальной бухгалтерской отчетностью, когда дело касается таких вещей. Ну ладно, я здесь не знаю, не смотрел. Вот. Но объемы также написаны, в общем-то, такие цифры серьезные. Внушающий оптимизм, да? Да. Ну, поглядим. Я почитаю несколько публикаций с нашего сайта «Эхо Москвы» в Уфе. На мой взгляд, очень важные заметки вчера у нас вышли. В частности, МВД по Башкирии с начала июля возбудило более 30 уголовных дел за незаконное изготовление документов, касающихся COVID-19. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что незаконные документы — это, как правило, поддельные справки, сертификаты и прочее. Для тех людей, кто хочет доказать кому-то, да, близким, может быть, работодателям и так далее, что они прошли вакцинацию, предположим, но не хотят реально эту вакцинацию проходить, для чего обращаются к людям, которые предлагают на этом рынке свои услуги. Значит, за 3 недели подразделениями дознания внутренних дел возбуждено несколько десятков уголовных дел, тут у нас говорится. Напоминаем мы, что в начале месяца в Стерлитамаке задержали уже 43-летнюю работницу больницы, а вот последний пример — это 51-летний житель Октябрьского, который, по версии полиции, незаконно изготовил десятки тоже справок об определении РНК коронавируса, то есть по ПЦР-тестам, получается. Эти справки были изготовлены. У него обнаружили дома оргтехнику, печати, более 30 тысяч рублей. Вот обнаружили, и это каким-то образом доказывает, видимо, его вину. И возбуждено дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса. Так что, друзья мои, пожалуйста, вот все-таки не делайте так, как делают эти люди, которые нарушают закон, и те их клиенты, которые тоже, по сути дела, нарушают закон, и, на мой взгляд, вообще здравый смысл тоже нарушают. Да. Уфа-1. Движение на улице Комсомольской в Уфе полностью откроют 1 сентября. Я, например, этого очень жду. Реконструкция дороги здесь началась еще в 2019 году. Значит, проходит масштабная реконструкция. И нужно что сказать... Открыт уже сейчас технический проезд на участке от улицы имени города Галлии до улицы 50 лет СССР. Значит, чего сделали? Оснастили участок ливневой канализацией, переустройство, значит, колодцев произвели и сетей газопровода. Также предстоит завершить работы по устройству светофоров, тротуаров, наружного освещения и видеонаблюдения. И появится у нас... Когда такие вещи происходят, я всегда удивляюсь. Вот у нас сколько в течение 2 лет практически, в том числе в последние месяцы, уфимцы часто публиковали фотографии. Смотрите, ничего не происходит, травой уже все заросло, никаких работ нет. Как же так? Задаешь вопросы чиновникам, они говорят: о, там много проблем, сложностей, коммуникации и так далее. Работы на самом деле кипят. И при этом ничего не происходит. А потом раз, и вдруг становится ясно, что можно закончить, оказывается, буквально за месяц. Угу. То есть получается, что на самом-то деле там работ не так много, просто никто ими не занимался, а тут, когда появилась некая политическая воля закончить, все, пожалуйста. К 1 сентября. Для чего мучили людей все это время и нарывались сами на критику, непонятно. Значит, я о чем? В БашРТС, нашей любимой компании энергоснабжающей, теплоснабжающей, заявили о долге региональных МВД и Минздрава за услуги отопления более чем в 14 миллионов рублей и пригрозили прекратить обслуживание в период предстоящего отопительного сезона. Учреждения МВД, я напомню, и Минздрава Республики. Значит, сами МВД и Минздрав пока эту информацию нам не прокомментировали. Речь идет тут о разных учреждениях по республике, которые находятся... Но это, скажем так, информация к размышлению. Оказывается, должниками могут быть не только бизнес или частные лица, но и в такие вот, скажем так, серьезные государственные ведомства, которые на бюджетном обеспечении находятся. Ну, я сейчас в данном случае про МВД, наверное, больше говорю. То, что у Минздрава не всегда денег хватает, это еще как-то можно понять, а вот с точки зрения МВД, конечно, любопытно. Ну, нет, очень хочется надеяться, что Минздрав-то как раз в первую очередь решит проблему с отоплением к сезону. Ну, что... да, безусловно, иначе это скандал на всю страну, а то и больше. Да, значит, материал «Эхо». В Мечелинском районе Башкирии несколько недель горит незаконная свалка отходов. Местные власти обращались за помощью к республиканскому правительству, но получили отказ. Значит, первые сообщения о возгорании в СМИ появились еще в начале июня. Об этом писали медиакурсеть со ссылкой на местного жителя. Значит, он сообщил, что на полигоне с объемом отходов более 100 тысяч кубометров начался пожар еще 6 марта. Свалка формировалась на протяжении аж 15
15 лет, а в 2019 году была закрыта по решению суда. Значит, ситуация там очень неприятная. Прошло более 2 месяцев, но тление на свалке продолжается, сообщил «Эхо» очевидец. И на представленных фотографиях видно, что сразу несколько очагов изгорания там есть. В общем, я вот что скажу, тут вот такая глава района история. комментировал, да, он все признал, что проблема есть, правда, он не стал ее, скажем так, раздувать, пытаясь, наоборот, уменьшить ее масштабы, говоря, что вот я недалеко живу, да, там что-то тлеет, но, в принципе, проблемы от этого тления нету, и в воздухе все хорошо, поэтому так сильно переживать не стоит, сказал он нам, вот, но такие некие претензии прозвучали с их стороны в адрес нашего правительства, которое вроде как ничего не делает, хотя вопрос, почему должно заниматься этим правительство, ведь земля находится в ведении муниципалитета. Правительственно отреагировали, кстати, на эту публикацию, сказали, что на самом деле все хорошо, Минэкология занимается, проблема почти решена, но вот мы так и не дождались до конца вчерашнего дня развернутого ответа по этой конкретной ситуации. Хотя, насколько я знаю, вот ни одна сейчас в республике такая свалка тлеет, как минимум, а то и горит, потому что в некоторых неофициальных, скажем, там, телеграм-каналах, в том числе вечером еще я видел с южной части Башкирии видеоролики присылали, где что-то горит. Но данная информация требует проверки, поэтому пока мы не утверждаем ничего. И еще коротко о публикации также на Эхе. Суд в Уфе перенес на осень заседание по делу пенсионерки Эльмиры Бекбаевой, обвиняемой в финансировании экстремизма за перевод 6,5 тысяч рублей политику Айрату Дильмухаметову. Даже не Дильмухаметову, а фактически и де юре, прежде всего, она переводила эти деньги на карту Агиляши Дильмухаметовой, то есть матери оппозиционного политика. Ее судят, ее пытаются обвинить в финансировании экстремизма, это уголовная статья. Несколько заседаний уже было, и вот на вчера намечалось заседание с прением сторон, и, по сути дела, это заседание могло стать последним и решающим, и приговоры, на самом деле, ждали участвующие в этом процессе. Сама Бекбаева ждала. И тут вдруг сообщает суд, что на 3 сентября аж переносится заседание по каким-то причинам, хотя вроде и свидетели уже все допрошены, и это вызывает, конечно, недоумение, мягко говоря. Зачем тянуть? Само уже себе... хотелось бы решения какого-то по этому делу. Вот, мне кажется, томительные ожидания в данном случае для женщины, на мой взгляд, ни в чем не виноваты, конечно же. Это хуже даже, чем услышать все-таки какой-то приговор, который, конечно, мы надеемся и, скажем так, уповаем на здравый смысл, не будет связан ни с каким реальным там лишением свободы. Даже слова эти произносить в данном контексте как-то неуместно, на мой взгляд. Но так или иначе, вот, до 3 сентября нам ждать разрешения этой истории, если что-то, опять же, не произойдет. Хотя практики переноса в обратную сторону пораньше, как правило, не бывает. По крайней мере, я таких случаев не помню. Ну что, закончим с прессой. И сейчас послушаем фрагмент вчерашнего эфира «Персонально ваш» с активисткой, политиком, по сути, Лилией Чанышевой, которая ответила на вопросы Айдара Ахмадиева, в том числе по следам одного из эфиров «Персонально ваш», который состоялся на прошлой неделе с Константином Чадлиным. В социальных сетях вспыхнул спор, так скажем, дискуссия по поводу политики радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Вы раскритиковали участие в нашем эфире Константина Чадлина, политэмигранта, который проживает в Эстонии и раньше был связан с «Единой Россией», «Молодой гвардией». Вы писали это так, что якобы СМИ не должны предоставлять площадку для тех, кто был связан там с политэлитой, да, или причастен к каким-то преступлениям. Действительно ли вы считаете, что СМИ должны в свободной демократической стране выбирать спикера по каким-то таким параметрам идеологическим, например? Насколько я понимаю, журналисты стремятся к тому, чтобы стать независимыми СМИ, да, и предоставлять площадку обеим сторонам конфликта. Но есть мнение у человека, а есть факты, которые не соответствуют действительности, то есть ложь или вранье. И когда эта ложь или вранье льется через официальные СМИ, никак не оспариваются, и более того, они еще перепечатываются, эта ложь, то, по сути, в данной ситуации СМИ легитимизируют эту ложь. И если вы молчите, когда человек врет, да, откровенно, то зачем тогда нужны журналисты? Можно поставить будку гласности и давать слово, микрофон
микрофон на любой стороне, никак критически не осмысливая и объективно не анализируя то, что он говорит. Для чего тогда нужны журналисты? И вот по поводу выбора того, кому давать или кому не давать слово в эфире, то могу сказать следующее. Вот сейчас российские СМИ находятся в ситуации, когда, с одной стороны, есть сторона конфликта, которая убивает, сажает, репрессирует, признает иностранными агентами тех же журналистов, признает законную деятельность экстремистской, лишает источников дохода, принимает законы о повышении НДС, о повышении пенсионного возраста и так далее. А есть, с другой стороны, люди, которые вынуждены каким-то образом защищаться, сидеть в тюрьмах, не могут участвовать в выборах и так далее. Да? И вот в этой ситуации, давая возможность вот этой первой стороне слова, по сути, вы продолжаете транслировать это зло дальше через свои эфиры. Это никакая не независимость, это никакая не объективность. Если тем более вы молчите в тот момент, когда человек врет. Конечно, проверять в целом высказывание гостя во время прямого эфира — это очень сложно. Мы не можем делать голословные заявления, потому что нам нужно действительно проверить это. А что касается объективно... Но вы печатаете это потом. Мы предоставляем слово и, например, вам, и поэтому вы можете в любой момент опровергнуть, в любой момент прийти в эфир, написать комментарий, написать статью. А мы ваша это роль какая? публикуем. Как Наша роль это... объективность, где критическое осмысление информации? Лилия, давайте так. Я уверен, что журналисту невозможно добиться стопроцентной объективности. Мы в любом случае ведомы своим мировоззрением, своей точкой зрения, и где, даже если мы этого очень сильно хотим, она в любом случае проскакивает. Поэтому здесь оценивать нам, я считаю, или кому-то из моих коллег, это не совсем правильно. Мы, конечно же, информацию проверяем, когда, например, мы пишем информационные заметки, обязательно этим занимаемся. Но в данном случае, если речь идет о наших эфирах, мы даем слово всем, чтобы они высказали, а другой может, прям вы сейчас в прямом эфире можете слова Константина Чадлина опровергнуть. Это совершенно легко сделать. При этом на то она и свободная площадка, а журналисты на то они и люди, что оценивать им в целом сложно. И объективность невозможно достичь стопроцентной объективности в данном случае. Это тогда, может быть, и независимости стопроцентно невозможно достичь, если вы говорите, что объективности невозможно достичь. Это вопрос другой совершенно. Ну, то есть... Но это взаимосвязанные вещи. Нет, это не взаимосвязанные, на мой взгляд, вещи, опять же, потому что человек, как я уже сказал, он все равно ведом своими какими-то внутренним мировоззрением, точками зрения и так далее. Вот если, например, прекрасная Россия будущего, демократия и так далее, Алексей Навальный, президент России, допустим, или кто-то другой из оппозиционных ныне политиков, должны ли СМИ будущего допускать к микрофону политическую элиту настоящего? Или дорога должна быть закрыта и должна быть проведена люстрация на всех уровнях? Ну, опять же, смотря какие спикеры имеются в виду, да, то есть если человек был там платным провокатором, там, не знаю, оказывал какие-то интимные услуги на полставки «Единой России», то насколько стоит продолжать вещать, транслировать его как бы спич в прямом эфире? То есть это некая цензура? Каждый журналист должен сам решать. Допустим, вот вы же не приглашаете там каких-то магов там, или каких-то гадалок в эфир, да, потому что вы оцениваете разумно то, что они говорят, и то, что это не подходит для вашего эфира. Такой же у меня вот вопрос был, это больше вопрос, нежели какое-то утверждение. Вот сейчас общество раскололось на тех, кто считает, что нужно делать прививки, и кто считает, что не нужно делать прививки. Наверное, какие-то люди считают, что их делать нужно, и лидеры общественного мнения в большей степени призывают это делать. Но есть те, которые не призывают это делать и активно также продвигают свою линию. Вот вы в эфире «Эхо» давали слово этим людям, если вы не согласны с их позицией? Мы давали в эфире «Эхо» возможность людям высказаться, которые против вакцинации выступают и которые за. Мы писали об этом заметки, как активисты планировали провести несогласованное мероприятие, собрание, народный сход, как они это называют. Вы их в эфир приглашали, чтобы они транслировали вот эти свои теории, почему не надо вакцинироваться? У нас были совершенно любые люди, и да, у нас были эти активисты, которые эту точку зрения отстаивают. Мы готовы услышать любое мнение совершенно, поэтому приглашаем в эфир тех, кто отстаивает эту точку зрения. Это был фрагмент программы «Персонально ваш» с бывшим координатором ныне запрещенного судом в России штаба Навального, в том числе в Уфе. Полная версия эфира, я напомню, у нас на YouTube-канале, а также в Instagram-аккаунте есть, а также сегодня прозвучит в радиоэфире после 14 часов. Значит, по следам услышанного и написанного уже хотелось бы сказать. Кстати, вот хорошую фразу я сейчас услышал из уст Лилии, на мой взгляд, довольно-таки ключевая. Она, хотя прошла
прошла так незамеченной. Каждый журналист должен решать сам, она сказала где-то вот по ходу своего спича, и, в общем, я не могу с этим не согласиться. Но я думаю, что вот просто так человек, исходя из каких-то собственных исключительно умозаключений, например, на Эхе решать не может. На Эхе есть редакционная политика. А редакционная политика заключается в том, что Эхо является дискуссионной площадкой, на которой звучат разные мнения. Иногда эти мнения могут быть крайне резонансными. Многим, а то и большинству, они могут казаться ложными. Они даже могут быть ложными, потому что спикер, который находится в прямом эфире, он говорит исключительно то, что считает нужным сам говорить. И, в общем, при этом он оценивает риски, должен, по крайней мере, оценивать риски и быть готовым в случае чего отвечать даже в суде, да, за клевету, например. И только спикер должен, кстати говоря, отвечать за некую клевету или ложную информацию, но никак не площадка, которая предоставила ему возможность говорить. Что касается вот этих вот примеров, да, попыток, ну, я не знаю, с больной головы на здоровую переложить, все-таки я должен, наверное, пояснить. Площадка для всех — это не значит, что вот абсолютно для всех, да, то есть любой человек, который имеет возможность и физическую способность говорить, придет. Нет. Все-таки человек должен находиться в неком формате общественно-политической повестки. Маги-чародеи — это не к нам. Да, это не тот пример, скажем, да. И человек, который, скажем, обладает неким мнением, неким бэкграундом общественно-политическим, возможно, неоднозначным, возможно, противоречивым и кому-то кажущимся преступным, человек такой имеет возможность высказаться, исходя из видения редакционной политики. При этом, конечно, политические предпочтения в данном случае не являются точно преградой ни в одну, ни в другую сторону. Если вот эти самые политические предпочтения или элементы биографии человека, который в прошлом, например, работал на власть или работал на оппозицию, это точно не может быть причиной того, чтобы его забанить и не звать. Иначе это чистой воды цензура. И тогда возникает вопрос, а за что вы, друзья мои, выступаете? За свободу слова ли? Или это как-то по-другому должно называться? Не превращаетесь ли вы тем самым, ну, в общем, в пособников пропагандистов, даже так, наверное, скажу, не побоюсь этого слова. Ну, на эту тему можно много говорить. В общем, слушателям судить самим. И полную версию эфира, я напомню, прозвучит после 14 часов. Мы сейчас уйдем на новости. После перерыва продолжим и поговорим с управляющим партнером судебного агентства Баристера Айдаром Муллануровым и начальником гидромедцентра Башкортостана Анной Казаевой. Оставайтесь на Эхе. 6:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. США заявили о готовности применять санкции из-за «Северного потока-2». Как заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, это произойдет, если Москва будет использовать газопровод во вред интересам Украины или другим странам. Представитель Госдепа подтвердил, что США по-прежнему привержены закону о применении санкций в отношении трубопровода, и в середине августа Конгрессу будет представлен доклад о мерах против участников проекта. Суд в Ессентуках арестовал начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Он был задержан по подозрению в получении взяток на 19 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы еще 4 подозреваемых. Как передает ТАСС, 2 фигурантов суд отправил под домашний арест, 1 запретил определенные действия. По данным прокуратуры, 3 из 5 арестованных – сотрудники полиции. Задержанную в Москве участницу Pussy Riot обвинили в неповиновении полиции. Как рассказали Интерфаксу в правозащитном проекте «Апология протеста», Рита Флорес останется в отделе полиции на ночь до суда. О задержании Флорес стало известно накануне. С начала июня участники Pussy Riot, в том числе Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, несколько раз отбывали административные аресты. Никульшина, Кузьминых и Софеев из России
России уехали сразу после освобождения. Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение Московского облсуда о выдаче Белоруссии спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина. Европейский суд по правам человека накануне запретил России экстрадицию спортсмена, сказал «Эхо Москвы» адвокат, сотрудничающий с Комитетом гражданское содействие, который включен в реестр иноагентов, Мария Красова. Заседание начиналось сегодня с 9 утра, были неполадки с интернетом, поэтому откладывали до 2 часов. За это время мы успели получить решение ЕСПЧ о применении обеспечительной меры 39-го правила о запрете экстрадиции и любого иного вида перемещения Кудина с территории Российской Федерации. То есть до 17 августа Европейский суд обязал Россию сохранять Алексея на территории Российской Федерации. Мы около СИЗО ожидаем, пока он выйдет. Пока нам никто не дает никакой информации о том, здесь он еще находится или уже его нет. К сожалению, есть некоторые опасения, что его могли уже забрать. По крайней мере, мы видели один подозрительный бусик, очень в стиле, к сожалению, белорусских служб. Красова подчеркнула, что защита доказывала в суде риск пыток в отношении Кудина в Белоруссии. В Москве сейчас 15 градусов, днем 20-22, будет облачно с прояснениями. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Если хочешь сэкономить, вот простой совет. Лови момент, иди в Фармленд. Посмотри, какая скидка и ассортимент. И приходи скорее в Фармленд. В аптеках Фармленд. Полисорб 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Срок акции с 12 по 31 июля 2021 года. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. – 8:34 в Уфе, на Эхе новости, у микрофона Руслан Валиев. Управление по обеспечению жизнедеятельности Уфы возглавил Оскар Баталов. Экс-заместитель главы Демского района Уфы Оскар Баталов возглавил управление по обеспечению жизнедеятельности города. Об этом на совещании в мэрии сообщил глава администрации Сергей Греков. Как поясняет издание «Коммерсант» в Уфе, Баталов сменил Антона Тристана, который официально возглавил ведомство в конце июня 2020 года. О новом месте работы Тристана сити-менеджер Уфы не сообщил. Следственный комитет выясняет обстоятельства травмирования ребенка, на которого упала крыша торгового центра в Бишбуляке. Следком сообщает о возбуждении дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Вечером 20 июля на улице Победы села Бишбуляк ветром сорвало кровлю крыши со здания торгового центра, которая упала на проходившую мимо 14-летнюю девочку. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщает региональное управление Следкома, следователями допрашиваются очевидцы, руководство и работники торгового центра. Истребуется техническая документация на здание. По результатам осмотра места происшествия планируется проведение строительно-технической экспертизы с целью установления причин происшествия и соответствия технического состояния здания предъявляемым требованиям. В Конституцию Башкортостана предлагается включить положение о Конституционном совете вместо Конституционного суда. Госсобрание Башкирии сообщило, что ведутся работы над поправками к Конституции республики, которые будут рассмотрены депутатами осенью. На смену Конституционному суду может прийти Конституционный совет. В парламентской пресс-службе пояснили, что в соответствии с поправками в Конституцию Российской Федерации из российской судебной системы исключаются конституционные и уставные суды субъектов. Согласно федеральному конституционному закону, они должны быть упразднены до 1 января 2023 года. Регионы получают возможность создавать конституционные советы.
Завершение выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе плюс 25, переменная облачность. В течение дня до 31 градуса, возможны кратковременные грозовые дожди во второй половине дня. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, где есть специальный чат, в котором можно общаться между собой и присылать вопросы нам, ведущим, и нашим гостям, которые у нас будут впереди. У микрофона сегодня Эльвира Зиганшина. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас два гостя по телефону. Да. Начнем мы с управляющего партнера юридического агентства «Баристер» Айдара Муланурова. Судебного агентства «Баристер», все-таки «Баристер», я бы сказал. Простите. Значит, речь пойдет о том, что дело, вот это вот связанное с коллективным иском, оно получило новый поворот. Кассационный суд вернул дело на рассмотрение, тем самым у этого дела появились перспективы. И, соответственно, подробности о том, что это за дело и какие перспективы появились, или, может быть, не очень-то они и радужные, мы сейчас у Айдара Муланурова спросим. Он об этом сам сообщил на днях у себя на странице в социальной сети. Вот. А пока мы ему звоним. И вроде бы дозвонились. Доброе утро, Айдар. Доброе. В двух словах напомним слушателям, о каком иске изначально идет речь. Речь идет о коллективном иске, который был подан рядом жителей республики. 24 человека его подписали, подали. В этом иске мы оспариваем, просим признать незаконным одну из редакций изменения в лесохозяйственный регламент Макарского лесничества, изменения, которыми установлена новая категория, зафиксирована новая категория лесов в части лесных кварталов на горе Куштау. Проще говоря, у леса есть разные виды, разные категории. Делается это в том числе для того, чтобы обеспечить защиту леса. В зависимости от того, к какой категории он принадлежит, с ним можно или нельзя совершать определенные действия. Ну, например, в тех категориях, которые были ранее там установлены, была запрещена геолого-разведочная деятельность. То есть содовая компания не могла проводить там геолого-разведочные работы. И, соответственно, не могли впоследствии добывать там сырье. Изменения, которые зафиксировали, изменения в категории леса, которые были зафиксированы вот новой редакцией, оспариваемой нами редакцией лесохозяйственного регламента, они поменяли категорию и уже допускали, новая категория уже допускала проведение таких работ. Мы полагаем, что при этом была нарушена процедура, такие изменения являются незаконными, и поэтому обратились в суд. Тут могут спросить вас, а зачем вы этим занимаетесь, когда проблема в принципе решена? То есть Куштау получил охранный статус, содовая компания отказалась от планов, вроде бы. То есть все хорошо, зачем заниматься ерундой, кто-то скажет, или не ерундой? Ну, все-таки я думаю, что это не ерунда, я в этом убежден. Причин тому много. Первая из них, ну, наверное, такая самая простая. Вы знаете, вот выявив, что у нас в стране действует незаконный нормативный акт, сложно пройти мимо. Я сам юрист, и мне трудно остаться безучастным. Если я вижу, что это незаконный акт, то, на мой взгляд, он не должен действовать в стране, даже если предположить, что вроде как сейчас острота проблемы спала, но все равно с незаконием мириться не надо. Вообще, это работа в первую очередь прокурора. Мы полагали, что, увидя, что существует незаконный акт, должен прокурор обратиться в суд и потребовать его отмены. Но, к сожалению, происходит наоборот. Прокурор приходит в наш процесс в суд и доказывает законность этого акта. Хотя, кстати, мы нашли очень много практики по стране, по другим регионам. Сами прокуроры с такими исками обращаются. Тут даже можно сказать, что в какой-то мере мы... Прокурор нам такую идею и подали, потому что мы увидели практику, что прокуроры успешно эти дела проводят в судах и доказывают незаконность таких изменений в лесохозяйственных регламентах. Как минимум у нас по основанию
отсутствие их регистрации. Вот, если позволите, я чуть позже об этом скажу. В нашем же случае прокурор бездействует, наоборот, противодействует, поэтому вот, в общем-то, пришлось брать инициативу людям в свои руки. Это первая причина. Вторая, на самом деле вопрос пока до конца не закрыт, потому что категория леса осталась вот именно в этой измененной осталась, она, то есть, по-прежнему допускает проведение там геологоразведочных работ, что потенциально сохраняет риски для этого леса. Сейчас этот регламент, он вступает в противоречие с тем, что учреждена особо охраняемая природная территория, и формально действительно там никакие работы проводить нельзя. Но, во-первых, эта территория, если сегодня учреждена, вдруг она завтра может быть как-то изменены ее границы могут быть, и тогда опять эта проблема станет острой. Во-вторых, у содовой компании есть лицензия на разведку этой местности, она не отозвана, они ее добровольно не сдали. С ними заключен был договор аренды лесного участка, и хотя наши оппоненты, уважаемые в суде, заявляли, что якобы этот договор расторгается, и даже суд, поверив Химнасову, по-моему, в судебном акте указал, что договор расторгнут, но на самом деле я не вижу сведений на сайте суда о том, что вынесено решение о расторжении, потому что они отказались добровольно расторгать, и Минлесхоз заявлял, что они подали в суд иск о принудительном расторжении этого договора. То есть формально у лесопользователя, у содовой компании на руках имеется пакет документов, который им позволяет разработку, и им мешает только вот наличие статуса особо охраняемой природной территории. Поэтому мне кажется, что в результате удовлетворения нашего иска защищенность леса, безусловно, повысится, и его перспективы уже не будут зависеть только от наличия одного вот этого статуса особо охраняемой природной территории. Причем республиканского значения. И, кстати, республиканского значения. И там еще есть такой момент, что кварталы не совпадает, то есть вот этим лесничеством, Макаровским лесничеством, его территории покрывается большая часть леса, чем вошла в зонах особо охраняемой природной территории. То есть часть леса, она не входит в особо охраняемую природную территорию. В качестве иллюстрации, как раз ровно год назад, до бурных событий на Куштау, вот в июле прошлого года, я сам пытался этот вопрос разобрать, как человек, который имел соответствующее образование лесническое, значит, про эти кварталы и прочее, нашел информацию, и как раз-таки обнаружил тогда я, что категория совсем недавно, на тот момент, в мае, была переведена в категорию, доступную для рубок. И обратился я с вопросами в нужные ведомства. В сухом остатке, после долгих злоключений, я получил такой ответ примерно. Не спрашивай, не надо. Это вот оттуда, это откуда-то сверху. Если вот так вот простым языком передать то, что я тогда успел узнать. Но в результате история закончилась событиями, и мы как-то эту тему забыли. Окей. Значит, суд, получается, изначально в иске отказал. Какой суд? Верховный суд Республики Башкортостан. Поскольку это сложная категория спора, значимая и важная для государства, она называется оспаривание нормативного правового акта. То есть это подразумевается, что в результате рассмотрения таких дел могут быть приняты решения, которые повлияют на жизнь большого круга граждан, и поэтому такие споры рассматриваются по первой инстанции сразу же не в районном суде, не у мировых судей, а непосредственно в Верховном суде Республики. Вот в первой инстанции рассматривал наш Верховный суд и не отказал в иске, а прекратил производство по делу, указав на то, что лесохозяйственный регламент, в той редакции, которую мы его оспариваем, он не нарушает права заявителей, соответственно, заявители не имеют права его оспаривать. Вывод очень странный, на наш взгляд, абсолютно неправовой. Он даже с точки зрения не только права, какой-то вообще обычной житейской здравой логики никак абсолютно не выдерживает критики. Суд, собственно, и в своем акте практически никак это не мотивирует. Там есть ссылка на то, что мы не являемся лесопользователями. Да, кстати, вы же как бы лесом этим не пользуетесь, что вам этот лес? Вы живете в Уфе и живите дальше. Но этот вопрос в устных выступлениях сторон в суде исследовался, и судьи задавали по этому поводу вопросы. Там у нас так вышло, что хоть и такое дело рассматривается составом суда из одного судьи,
Но, по сути, у нас было 3 судей. Сначала одна, потом она ушла в обыск 2, она ушла на больничный 3. Да? И вот последовательно все 3 судьи, они этот вопрос поднимали и задавали эти вопросы, а чем же вы недовольны, как это ваши права нарушает. И исходя из вот логики вопросов судей и исходя из пояснений оппонентов наших, я делаю вывод, что их позиция строится на том, что пользователями ЛЕЦ являются только те, кому он предоставлен в аренду. То есть вот сама содовая компания, вот она пользователь. А мы, простые граждане, мы там, я не знаю, зрители, проходящие лесом, в общем, мы. Наш интерес это якобы не нарушает. Но это, очевидно, несправедливый был вывод, и, к счастью, суд вышестоящей инстанции с ним мириться не стал. Так, более того, там... Более того, там интересная ситуация произошла, что по такой категории дел, опять-таки, как я уже говорил, в силу особой значимости таких дел, обязательно участие в деле прокурора. Хотят стороны или нет, прокурор в любом случае приходит, участвует во всех заседаниях и в конце дает свое заключение. Выглядит это иногда несколько комично, то есть мы представили, сейчас я уже не помню, по-моему, 6 развернутых письменных позиций суду. Это большие пространные документы, в которых мы последовательно со ссылкой на судебную практику, международную практику, на, естественно, нормы права все доказываем наши доводы, опровергаем доводы ответчиков. Прокурор ничего не представляет, он просто сидит слушает, так же, как суд. И вот долго-долго вообще шло разбирательство, много заседаний было. В конце прокурор встал и сказал просто 2 слова, это называется заключение прокурора. Он сказал: я прошу производство по делу прекратить. И суд сразу же, буквально через несколько минут, суд сразу соглашается. Все-таки хотелось бы кассация перейти. Где кассация была и как кассация аргументировала свое позитивное решение в данном случае? Речь идет про апелляцию. Была апелляция, в Нижнем Новгороде находится апелляционный суд вышестоящей инстанции по отношению к нашему суду, когда дела по первой инстанции рассматриваются. И почему я стал про прокурора говорить? Потому что там тоже участвовал прокурор, и вот там прокурор почему-то пришел к иному заключению. То есть если наш местный прокурор от Башпрокуратуры просил суд производство по делу прекратить, то вышестоящий прокурор в Нижнем Новгороде выступил с заключением, что такое прекращение незаконно, и попросил его отменить. Собственно, мне кажется, что просто очевидно было, что это, во-первых, очень незаконно, а во-вторых, наверное, государство подумало, что это где-то может в будущем помешать, потому что таких-то категорий споров много. По лесохозяйственным регламентам дальше люди будут судиться. Пусть там не по экологической теме, по каким-то другим причинам будут судиться. И вот этот вывод, далеко идущий, о том, что это не нарушает права неопределенного круга лиц, он мешает даже самой прокуратуре, потому что потом, как я уже говорил, прокурор тоже с такими исками обращается. И тогда в этом случае, а зачем они обращаются, если это нарушает права только юридических лиц, которые арендовали участки, то, собственно, пусть они, их юристы судятся, а прокуроры в это не лезут. И, видимо, потом уже поняв о том, что это может им помешать в будущем, прокуроры решили нашу позицию поддержать, и суд отменил определение Верховного суда Башкирии. Подскажите, пожалуйста, это вообще первый коллективный иск, да, я слышала, или это не так? Вообще институт коллективного иска в России появился не так давно, но уже используется. Единично, правда, их очень мало. Вот в Республике Башкортостан административный именно коллективный иск, насколько я понимаю, первый. Потому я не нашел ни одного упоминания ни на сайте суда, ни вот в общении с коллегами, ни разу об этом не слышал, ни в СМИ. Как административный именно иск, по-моему, мы первыми подали в Башкирии. В России, возможно, прецеденты были. Вот смотрите, это же такой хороший пример того, как можно объединиться и добиться, в общем-то, справедливости в суде, мне кажется. Но пока справедливости еще не добились. Не опускать руки, по крайней мере. Это да. Айдар, дальше что? Теперь, значит, решение будет, точнее, иск будет вновь рассматриваться здесь, в Верховном суде Башкирии? Да, иск будет рассматриваться заново. В общем, возвращаемся к тому, с чего начали. И, кстати, раз мы говорили о коллективном иске, то эта форма позволяет к нему присоединяться. В этом-то и суть коллективного иска. То есть все слушатели, которые эта тема, слушатели вашей радиостанции, которые эта тема заинтересованы и хотели бы внести какую-то лепту, может быть, в этот процесс, высказать свою позицию, они имеют право в достаточно простой процессуальной форме присоединиться и тоже стать соистами. От них не требуется ходить в суд, не нужно нести никаких расходов, потому что дело мы ведем бесплатно про боно.
В общем, можно просто увеличивать количество истов для того, чтобы участники процесса видели, что люди неравнодушны к этому делу и действительно... Хайдар, как присоединиться надо? Через там госуслуги или что? Или к вам прийти? Можно направить заявление, можно написать, нам, мне просто в Телеграм, например, или нам на сайт, можно написать заявление прямое в суд, можно набрать просто в Гугле, как присоединиться к коллективному иску, и вся информация там тоже выйдет. В общем, сделать это можно буквально за 15 минут, сидя за компьютером. Это очень просто делается. Вот. По перспективам. Я, к сожалению, готов к любому варианту развития событий. Как юрист, я, с одной стороны, понимаю, что, безусловно, мы в этом деле правы, хотя бы в силу того, что есть одно основание, который суд просто никак не может и не должен игнорировать. Нормативный акт, любой нормативный акт подлежит регистрации, официальному опубликованию на ресурсе специальном. Этого сделано не было, это уже судом установлено, стороны это все признали. Это, к сожалению, время наше истекает, мы не можем сейчас такие подробности обсуждать. Когда назначено ли заседание или еще нет? Еще заседание не назначено, и, в общем, перспективы этого дела пока не ясны. Есть, к сожалению, возможность, что по факту снова нам в иске могут отказать. Ну да. Но мы будем биться до последнего. Я думаю, что вероятность успеха высока. Если даже не на уровне Уфы, то все равно мы за правдой пойдем дальше. Я думаю, что мы ее найдем. Точно есть смысл большому количеству людей присоединяться, и тогда эффект, мне кажется, будет все-таки сильнее. Спасибо вам большое, Айдар. Айдар Муллануров, управляющий партнер судебного агентства «Баристер», был на прямой связи с нашей студией. Сейчас мы меняем тему. Мы будем звонить руководителю гидрометцентра Башкортостана Анне Казаевой. Обсудим в оставшееся время нашего эфира то, что у нас происходит с погодой, с водой. И она у нас уже на прямой связи. Анна Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. В последние дни, помимо жары, которая в республике стоит, обсуждаются минимальные уровни воды в водоемах. И говорится о том, что вот-вот будет побит антирекорд 2010 года, который, правда, тогда был зафиксирован в сентябре, а сейчас еще июль. Скажите, как дела с этим? Еще не побит? Нет, рекорд еще не пробит. У нас, я могу сказать, ежегодных, абсолютных похожих годов, аналогов вообще в природе не существует. Я бы сказала, этот год у нас, он вообще аномальный. Как вы помните, у нас в апреле на 2 месяца раньше, на 2 недели, прошу прощения, раньше наступила... была аномальная жара, как вы помните, и все это сказалось на гидрологическом режиме. Мы на 2 недели таким образом в мае уже вышли на меженный уровень, то есть тогда, когда у нас уже реки в мае еще полноводные, мы начали уже, у нас уровни начали снижаться. Отсюда можно у нас аномальная погода была и в мае, когда средняя температура в мае была на 5 градусов выше нормы, а количество осадков составило только около 20% по территории республики. И июнь был теплым на 3 градуса выше нормы, количество осадков тоже выпало в среднем по территории республики от 20 до 80%. Такая же погода у нас и продолжается в июле, когда у нас сейчас, правда, среднее убавляется, увеличение получается в первой декаде на 2-4 градуса выше нормы, во второй декаде на 1-2 градуса, а третью декаду, я думаю, что мы подойдем к норме. Поэтому вот почему раньше наступили вот эти исторические минимумы, это потому, что вот у нас такая немножко неправильная погода в этом году. В дальнейшем мы планируем, у нас опять же осадки носят все равно локальный характер. По территории они у нас и продолжают, и есть вероятность, что и в дальнейшем будут продолжаться именно локально, и это не повлияет на сток. То есть, таким образом, мы по сценарию 2010-2012 года мы идем, но надеюсь, что все-таки благодаря грамотной работе наших водохранилищ мы немножко поддержим уровни, и у нас не будет для людей проблем с водоснабжением.
Мгм. А вот можно ли говорить, что это какие-то все-таки глобальные изменения необратимые, или это некая цикличность, и вот мы, скажем, пережили десятилетний период и вновь вернулись к тому, что было в 2010, 2011, 2012 годах? Я могу сказать, что в природе, безусловно, существует цикличность. И с 2007 года у нас предыдущие годы были многоводные, а с 2007 года мы вошли в маловодный цикл. То есть у нас приличных наводнений, кроме 2016 года, когда мы на уровень многолетний вышли, у нас все эти годы, в том числе для крупных рек, и этого года все уровни ниже средних многолетних. Безусловно, это сказывается на режим гидрологических рек. Поэтому мы сейчас в режиме маловодья находимся. Но связано это с глобальными изменениями. Безусловно, за последние годы, особенно последние 20 лет, мы наблюдаем очень много аномальных лет. То есть тогда вот возьмите годы и 10-й, и 12-й год, и текущий год, когда у нас средняя температура в летние месяцы намного превышает норму. Поэтому говорить, что нет изменений климатических, они налицо, вы все их видите. Вот, даже, как сказать, вот эта вот меридиональность, которая существует, и в этом году у нас Европа тонет, у нас здесь засушливое явление, она за последние годы очень часто стала возрастать. То есть если у нас воздушные потоки по вращению Земли, как правило, смещались, и у нас наблюдались небольшие волны малой такой амплитуды, то глубина вот этих волн сейчас возрастает. То есть если у нас и в Африке выпадает снег, связанный, то есть вот такие процессы, они все больше и больше. То есть циркуляция атмосферы несколько меняется. Подскажите. Но я бы так сказала, что существует, даже их прогнозами не называют, а сценарии изменения климата. У нас еще недостаточно знаний рассказать, что как в дальнейшем будет происходить. Есть сценарий на похолодание, есть сценарий на повышение. Как будет дальше развиваться, надо следить, наблюдать, строить модели. Модели сейчас успешно используются и в национальных центрах, и у нас в главной геофизической обсерватории тоже строятся модели. Но надежности пока этих моделей невысокая. То есть мы не можем давать прогноз, допустим, что следующее лето будет такое же жаркое и засушливое, и как-то условно подготовиться к этому всему, построив абсолютно систему. Нет. Абсолютно нет. Я могу надежный прогноз, это 5-7 дней. А остальные, вот даже прогнозы, которые выпускаются на сезоны, у нас два прогноза: сезонно-отопительный и второй на вегетационный период, долгосрочные прогнозы. Все они фоновые прогнозы. То есть выше нормы температуры, ниже нормы количества осадков. И все эти прогнозы, они у нас уточняются и суточными прогнозами, и недельными, и месячными. Таким образом, потому что вот именно процессы, они до конца еще не изучены, все предикторы в нашей модели не заложены. Поэтому и это и есть слово прогноз, и вероятность ошибки существует. Понятно. Спасибо большое, Анна Константиновна. У нас время истекло. Мы благодарим нашу собеседницу, начальника гидрометцентра Башкортостана Анну Казаеву, и всех слушателей, которые нас сегодня слушали и смотрели в Ютубе. Также благодарим. Эльвира Зиганшина, Руслан Валиев, Никита Полянин. Хорошего дня, увидимся.